Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу показать, как можно сделать игольницу, шляпу. Для этого что нужно нам? Нитка с иголкой, квадратный материал, можно из любого, можно ситец, можно бархат, можно там креп, сатин и так далее. Размер 23 на 23. И еще один квадратик размером 13 на 13. Ненужный, который уже вам не нужно, сейчас уже почти не пользуются ими, диск. Вата или синтепон. Но я взяла вот вату, у меня синтепона не оказалось рядом. Ну, еще вот такой вот из любого красивого материала тесемочку. Размер здесь у меня 40 на 5. Вот еще можно пользоваться такими перьями. Это у меня остаток из 90-х годов еще. Боа было. Вот из него я вытащила. И вот сделала вот такой цветочек с листочком. Она сделана из ленты атласной. Вот почти все. Но я еще буду пользоваться вот такой тарелочкой. Вот у меня старая такая тарелочка осталась. Вот я его попробую сегодня использовать тоже. Ну что, начнем. Значит, сначала что мы делаем? Берем маленький квадратик, ложим сюда диск, обведем. Вот получился вот такой кружочек. Теперь нам нужно его отрезать. Вот получился вот такой кружочек. Но этот кружочек теперь нужно по краям обмести. Но обметать можно так вот по краям обведем. И я сейчас это делать не буду. У меня уже есть она заготовка. Вот она. Вот обмели. Теперь сюда краешки вот здесь вот ниток оставили. Сюда ложим ваточку внутрь и затягиваем края ниток. И у нас получится вот такой шарик. Вот получился вот такой шарик. Так, теперь нам нужно делать основу. Это вот тот шарик, куда мы втыкаем иголочки. Теперь нужно будет сделать основу. Основу делаем как? Большой квадратик берем. Можно здесь, конечно, использовать, допустим, найти центр, вот здесь вот центр найти, и потом при помощи циркуля можно обвести. А я решила использовать вот эту тарелочку намного быстрее, обвести вот так вот. Получается кружочек, тоже точно такой же, как вот этот маленький, но здесь побольше. Тоже так же мы сделаем, обметем, значит, кружочки вот на большом круге. Точно так же туда ложим в этот кружочек большой наш диск. Потом вот у меня уже заготовка. Потом края, значит, тоже затягиваем, завязываем плотно
И вот получается вот такая вот заготовка уже готовая у меня. Ну, теперь что осталось? Нам осталось вот это вот соединить. Сейчас мы с вами соединим его. Вот получилась у нас шляпочка такая. Вот место соединения вот здесь теперь оно не очень-то красиво же, когда вот это вот все, то, что мы соединяли, все это видно, мы его просто закроем вот такой вот тесемочкой. Вот она 40 на 40 у меня, вот, то есть 40 на 4 или на 5 можно. И я его вот сюда вот ложу. Вот получилась такая вот. Вот мы закрыли то, что там все было видно. Но теперь тут ничего не видать. Ну, теперь, наверное, нужно все-таки разукрашивать, так ведь? Вот мы как раз теперь будем пользоваться вот такой вот штучкой. Я привязываю ее вот так вот. Пришью. Так, мы оставим 2 штучки. Нет, лучше все. Так, соединим. Конечно, украсить можно по-разному. У кого что есть. Можно вот ленточками, можно бисером, можно любыми искусственными цветами можно ее разукрасить. Но у меня сейчас под рукой не оказалось искусственных цветов. Я сделала сама из ленточки. Вот, получилась у нас вот такая шляпочка. И вот, пожалуйста, сюда тыкаем иголочку. Если вам понравилось, пожалуйста, делайте. Творите, выдумывайте. Все в ваших руках, все зависит от вашей фантазии. Спасибо.